остались и те, да, кто связан с видеопроизводством клипов, да, кто-то когда-то снимал клипы, имеет опыт или хочет снять музыкальный клип, ну, имеет к этому отношение, да. Поэтому предлагаю вот нашу сейчас онлайн-конференцию. По сути, идеальный формат для нашей встречи был бы сейчас круглый стол, потому что мы все равны, мы все снимаем музыкальные клипы. Наши слушатели, которым интересно было бы это видео, узнать о создании музыкальных клипов, именно это те, кто сейчас сидит в сетях онлайн, певцы, наши заказчики, да, которые хотели бы узнать поподробнее, как снять можно клип, кто собирается снять клип, да, вот они наши потенциальные заказчики, в каком направлении двигаться, как мы видим вообще развитие клипмейкерства в Башкортостане и вообще в целом этнического, да, музыкального видео. И вот сегодня, наверное, это такое очень хорошее событие, знаковое, объединились в одном месте. Мы несколько клипмейкеров, да, EP Media, Ural Stars, еще ребята, которые тоже снимают музыкальные клипы. И, наверное, хотелось бы сейчас вот каждого представителя, кто снимает музыкальные клипы, во-первых, познакомиться, да, кто занялся, кто что снял, рассказал об этом подробно. Ну, раз я начал говорить первый, да, на правах челябинца и как хозяев этого мероприятия, расскажу про нашу компанию продюсерскую Ural Stars. Свою деятельность мы начали в 2011 году как продюсерская компания Байрам. Все помнят и занимались мы созданием наших первых исполнителей на башкирском языке, именно челябинцев, из Челябинской области. То есть мы всегда с удовольствием слушали представителей молодежи из Башкортостана, представителей, артистов из Башкортостана, приглашали их на наши мероприятия, но поняли, у нас-то провал, у нас тоже много талантливой молодежи башкирской, но не было, то есть нужно их было тоже показать, нужно тоже было создать этих артистов. И тогда мы создали продюсерскую компанию Байрам. Тогда был Фанис Султангулов, Эльдар и ваш покорный слуга. 2 года мы поработали, у нас появились проекты, сняли мы клип, но как администратор мы нанимали людей, которые нам снимали клип. Это Тенги Сулебе, Мадина Мажитова, который сейчас уже за 50 тысяч просмотров вроде бы этот клип имеет. Первый клип о челябинске на башкирском языке. Но после этого клипа мы поняли, что мы должны сами научиться снимать клипы. И первая работа была это для Раниса Акужина, рэп Австралия КД, девушка из Австралии. Когда мы, не имея бюджета, но придумали сюжет, используя возможности, то есть у меня родственник, да, получил гражданство австралийское, учится кинематографии в Мельбурне, снял там историю. Мы сняли в Челябинске историю и соединили сюжет в одну линию. Там у нас листок путешествовал с изображением нашего артиста и попал в Сидней. Там он встретился с девушкой. Ну, то есть такая история. Вот. Нам понравилось, мы дальше начали работать. Потом у нас Байрам распался на 2 компании, которые Юндот, продюсерский центр, который продолжит заниматься продюсированием именно в плане звукорежиссуры, создания песен, да, создания артистов. Но мы, Ural Stars, выбрали больше для себя именно видеопроизводство. И в 2013 году переименовали уже Байрам Ural Stars и занимались больше именно созданием, учились снимать клипы музыкальные. Что из этого вышло, вы, наверное, наверняка видели в Ютубе и в социальных сетях наши работы. Первая, это серьезная первая работа, это Милены Зариповой, «Умный факта», клип называется. До этого была в студии студийная работа такая, наивная очень. Ну, это, не считаю, что это серьезно, но все равно тоже один из шагов. И затем у нас на нас обратили внимание артисты из Республики Башкортостан. Это Уганга Изолю, клип мы сняли, скандальный, потому что там, как посчитала телекомпания, да, БСТ, телеканал Курай, мы не подошли по формату, потому что якобы там сцена насилия.
Хотя, ну, сама история, ну, может быть, да, женщина у нас, девушка с ножом, сбивание автомобилем человека, можно отнести к сцену насилия. Но мы только сняли первый экшен. И дальше еще больше захотелось там снимать. Клипы наши, это вот Айгуль Малагильдину мы сняли, девушка в ванну. И ну, как раз я говорю, мы об этом будем говорить в дальнейшем. Клип «Лаки» с Тагиром Асадуллиным, который очень хорошо воспринят был публикой. Также клип «Густарма», да? И одна из последних работ, это Эльнуру Рамазанову мы сняли клип «Серде Хадов». Такая наша одна из таких серьезных работ, на которую мы отнеслись очень серьезно в плане подготовки, в плане света и локации. То есть, ну, практически по закону, о которых нам говорил предыдущий докладчик, мы, совмещая какие-то функции, по сути, следовали этим правилам видеопроизводства. Вот это у нас кратенько. Я передаю слово теперь компании ET Media, уважаемой, которая сняла не один десяток работ, музыкальных клипов, и тоже есть чем поделиться. Как начинали, как? Ну, расскажите, пожалуйста. Всем привет, я Жопер. Судя по тому, что сказал предыдущий директор, да, нас не знают. Да, но, во-первых, спасибо организаторам, что позвали, что организовали такой мастер-класс, очень интересно. Мы, компания ET Media, образовались в 2012 году с товарищем Артуром Батыршиным. И наша первая работа это была короткометражный фильм «Я», ну или подобие фильма. На тот момент мы создали какой-то небольшой ажиотаж, потому что это был первый ужастик. Вот, и кому-то он понравился, кому-то нет, но это первый шаг был на тот момент, поэтому после уже мы пытались снимать клипы. У нас было несколько работ. Вот, и скажу, что где-то, вот, наверное, все-таки начиная с прошлого года у нас начали появляться более-менее достойные клипы, которые нам не стыдно показывать нашим родителям. Потому что я считаю, что если проект хороший, тебе не стыдно будет показать своим родителям. Это одна из основных для меня важных критериев. Вот. И клип, одна из успешных последних работ, которые вы видели на фестивале, это клип на песню Радика Ягашина и РНТ. Считаю, что это одни из успешных последних клипов. В этом году сняли клип, вышел клип Ильгиза Абдрахманова. Можно прямо сразу также его обсудить, здесь какие-то у вас будут вопросы и по предыдущим клипам, с удовольствием ответим, что как создавалось. Вот. Также хотелось бы рассказать непосредственно, как мы работаем с артистами, начиная от того, как они к нам обращаются, и в итоге как презентация проходит. Вообще мы начинали, ET Media организовывалась изначально как, может быть, даже какая-то мини-киностудия. Мы мечтали, у нас основная мечта была снимать кино, не музыкальные клипы, там коммерческие проекты, не рекламу. Этим мы тоже занимаемся. Но изначально была цель такая, что это будет киностудия. И первая попытка, я вот и удивляюсь или не удивляюсь тому, что мы осмелились снять короткометражное кино, не имея никакого опыта. Вот это вот этот шаг огромный. Сейчас вот мы часто говорим об этом с доктором, сейчас мы на данный момент мы не готовы снимать кино. То, что было, какие знания у нас были в то время, какое оборудование у нас было, сценарий, то есть с этим багажом сейчас снимать даже не осмелились. Вот это был колоссальный скачок. Да, был, мы осмелились в то время снять короткометражное кино. А потом после этого у нас немножко такое осознание, что чем мы должны дальше заниматься. Мы понимали проблему после выхода этого
мы понимали то, что идти в этом направлении мы пока не готовы, потому что нет фазы, как бы, ничего, сценаристов, там, режиссеров, которые помогли бы именно потому что базовых знаний интересное было. Нас никто всерьез не воспринимал. Сейчас. Ну, сейчас, да. Тоже, может быть, нет. В то время... Наслышан немножко. Да, ну, мы слышали. То есть в то время был такой период, год, когда мы переходили ну, как бы, с заявки на киностудию, переходили именно на музыкальную студию, которая занимается музыкальным клипом. И первые вот работы начали мы более серьезно работать с Митсубаши. Да. Вот, видели вот этот клип, и уже после этого как бы пошло пошли заказы, и мы как бы ориентировались на музыкальных клипах, и основном как бы Это хорошее подспорье, чтобы научиться снимать сюжетные линии, чтобы может прийти реально к кинематографу. Но все равно вот конечное как бы итоговое вот это вот снятие какого-то короткометражного, хорошего, качественного фильма остается. Мы стремимся к этому. В этом году наш год кино и наша коллега вот, Фатина Турбаева, она участвовала в башкирском питчинге непосредственно, и она прошла в отбор, 12 человек, да, из полчаса, 30 человек, из 50 человек, и ее сценарий там был хорошо отмечен, вот, сценарий короткометражного фильма, и она получила непосредственно и денежный приз на разработку фильма, и также приз от киностудии питерской, да? Московской. Да, и от цветокоррекции. Ну, это, я думаю, это хорошая, в принципе, возможность снять этот фильм. Возможно, мы будем над этим работать в этом году. Не как год кино. Но сейчас о клипах. И может у вас какие-то есть вопросы непосредственно? Итимедиа? Короче, я сидел. Просто я сразу скажу, когда Артур предложил мне название, оно мне не понравилось. Потому что вопрос, как его люди будут читать. Потому что, скорее всего, многие из вас первый раз неправильно прошли. Что это есть, и или как? Я недели 2 или 3 прям уговаривал Батыр, ну, сопротивлялся. Нет, не то. В то время было название Заман. Ну, я предлагал, да. Да, то есть был Заман, над ним Заман и все. Я говорю, вот ЕТ, он как бы не воспринимал его. И он, раз он не воспринимает, и думал, что никто не будет воспринимать. Потом, к концу там, 2-й или 3-й недели... Просто я запомнил эту фразу, он сказал, не важно, как вы называетесь, а важно, как вы будете снимать и что вы будете снимать. И люди все равно запомнят, как это будет. И вот эта мне фраза понравилась, и он был прав. В принципе, люди, видя какой-то продукт, если им это нравится, они потом понимают, почему эти видео уже начинают спрашивать. И, начать Викимедиа, потому что тут есть двоякое название, и цифра, и название. И у ГД Башкортова логотип это Артур, это он занимается разработкой логотипов и дизайнерской, все это его. Ну, технику приобретали совместно, скидывались, бали, вот так, то есть. Ну, надо отметить вообще. Ну, честно, это не моя основная, ну, так скажем, не основное время, которое я уделяю жизни. Это не тем, чем я зарабатываю себе на жизнь, вот так вот скажем. И поэтому, как бы... Отличник. Кто-то вот покупка там или какое-то оборудование, там какие-то там технические эти. С вопросом по вопросам заниматься этим бизнесом, это же бизнес. Да. Вот. Нужно вложение. Вот Изначально, да. То есть все было с первой камеры непосредственно. Появилась камера, потом То есть появилась. у нас были работы свои, мы как бы выделяли деньги для своего вот этого лечения, хобби, так скажем, там
Нет. то, что нам нравится, как творческую часть, чтобы Вы зарегистрированы как ИП? Пока нет. Вот, Пока никак не получается, зарегистрирован. кто-нибудь из тех, кто вот сейчас сидит и занимается видеопроизводством, кто-нибудь зарегистрирован как ИП, как ООО? То есть, получается, продюсерская компания Ural Stars тоже единственная компания в Урале, которая зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. У нас ООО, есть банк, есть бухгалтер. Молодец. На аутсорсинге, да. То есть Это хорошо или плохо? сразу вот можно об этом, кстати, сказать, что хорошо это или плохо. Это, безусловно, кто бы там ни Законно. Нет, закон это да. Я видел разные видеоуроки, есть некоторые творческие люди, которые говорят, да не надо эти ООО, всякие ИП, вот занимайтесь творчеством, закон позволяет уходить от налогов и не быть в правовом поле и заниматься творчеством, и ничего вас не волнует, ни бумажки, ни отчеты. Это так, да, на самом деле, для тех, кто занимается микропроизводством, это действительно удобно. Но у нас просто амбиции Влад, кстати, Ural Stars, это не только я, да, это вот Влад Гаров, Ural Stars. Ural Stars это Ильдар Кадыров, который занимается компьютерной графикой, анимацией. Ну, сейчас он для видеохаймов, как фриланс, как создатель проекта, который занимается инфографикой. Последний клип, Флэт-графика, вот, да, который последний создали клип с Ильдаром Рамазановым, он там тоже поучаствовал. Так, немного, но поучаствовал. Вот, и компания у нас занимает, для нас вот, это видеопроизводство, это работа, основная работа. То есть я полтора года назад бросил все свои деятельности, и Ural Stars стал для меня работой. Мы снимаем не только музыкальные клипы, коммерческую рекламу, также имиджевые фильмы. Пытаемся тоже завоевать рынок в Челябинске и на Урале в целом. И именно в этом направлении тоже. Ну и вот как раз для корпоративного видеопроизводства ООН и вообще Очень нужно, да. оно необходимо. Потому что, работая с университетом, вот социально-экономический институт, мы делали имиджевый фильм 5-минутный, невозможно работать, если у тебя нет счета в банке. Если ты не подписываешь акты, не ставишь печать. С тобой никто разговаривать не будет, и заказывать тебе работу никто не будет. Мы так поработали с ними, и после них, когда есть серьезные работы уже с другими, там, с заводами, с предприятиями, железная дорога или кто-либо еще, нужна ООО или ИП хотя бы. Вот. Ну, это отвлечение от темы. Хотелось бы... Получается явный пример того, что там два подхода именно. Да. В видеопроизводстве и музыкальных клипов. Можно быть как микропроизводитель или просто как творческий человек, который знает, как это делается, снимать клипы и делать это качественно. Или это как такая часть индустрии с задатками на будущее, чтобы делать это все наиболее на серьезном уровне. Это еще к вопросу, знаете, о чем? По поводу... Вот у нас есть же ребята, которые здесь тоже снимали клипы, да? Вот расскажите о себе, кто-то, ребят, вот вы расскажите, что, откуда, какие клипы сняли, как? Я не клип снимал, у меня ролик юмористический. Видеоролик. Юрист. Да. А по музыкальным клипам есть кто-то опыт имеет? Это клип Кознурын, да? Снимала. Это первый опыт у тебя был? В Москве уже. Кто снимал? Я снимала, я монтировала. Сама пела? Нет. Пела Гузеля Голубаева, не знаю, что первый раз клипа. Я сама записала звук, потом все эти песни начали снимать за 2 дня. Вот, спасибо. Больше нету, да, у нас тех, кто здесь создавал клипы, снимал? Я к вопросу еще хотел бы, чтобы мнение высказали. Вообще, как вы видите вот эту отрасль музыкального клипмейкерства в Башкортостане? Скажу свою точку зрения. Почему мы пришли на рынок Башкортостана, да, то есть начали активно работать с артистами из Башкортостана, с молодыми, с молодежью, потому что, по моему мнению, нам из Челябинска мы можем давать независимую оценку, не боясь, что там какой-нибудь директор, да, какой-то знакомый там обидится и что-то там перекроет кислород. Я считаю, что в Башкортостане отличный рынок
для создания музыкальных клипов. Есть шоу-бизнес, хотя говорят, в Башкортостане нет шоу-бизнеса, на самом деле он есть. Почему мы, вот, челябинцы, можем это говорить с уверенностью? Потому что мы считаем, мы знаем, что такое нет шоу-бизнеса. Челябинская область – это яркий пример, когда в Челябинской области нет шоу-бизнеса вообще никакого. Потому что в Башкортостане в каждом районе, в каждом ДК есть по 5 человек талантливых певцов, которые считаются талантливыми певцами, из них там кто-то действительно талантливый певец. Но в каждом ДК, в каждом районе Учалы от юга до северо-востока, там, до севера, с запада на восток, есть люди, которые считают себя певцами, которые хотят снимать клипы. И самое главное, у них есть БСТ, есть Урай, есть Тугантель. 3 музыкальных канала на одну республику, которая по площади такая же, как Челябинская область. В Челябинске нет ни одного канала, нету радиостанций, все новостные. И артистам нашим, там, я не говорю про Башкир, да, вот, я говорю просто в целом. Там, пусть там коллектив Митрофановна из Кременкуля или там еще какие-то из Варны, да, у них нет где себя показать на всю область, площадки. В Башкортостане этот рынок есть. Поэтому, когда говорят, что в Башкортостане нет шоу-бизнеса, он есть, он просто такой больше этнический и больше такой, ну, региональный, да, но это шоу-бизнес есть. Поэтому есть кому снимать клипы. Теперь к вопросу по качеству музыкальных клипов. Наше мнение. Когда мы еще не снимали музыкальные клипы и смотрели канал БСТ, там, канал Курай, там Тугантель, у кого тарелки были, да, или кабельное телевидение, мы видели, какой уровень у этих клипов. Эти клипы смотреть не хочется. Потому что после 2-й, 3-й песни понимаешь, что тебе березки уже вот здесь вот уже. Что певцы примерно поют в одинаковых платьях. Почему-то они все в блесках, и женщины накручены, у всех одинаковые прически на голове. Считают, что она должна стоять в поле, и вся вот такая вот разукрашена с обалденным с мейкапом, вот с такими тенями на глазах. То есть мы видим вот эту вот, понимаем, что нету вкуса у тех, кто поет, и у тех, кто снимает клипы. И вот появилось острое желание вот это немножко поправить. И поэтому, когда мы начали снимать свои клипы, свой ориентир мы делаем не на БСТ, то есть смотрим там не как пойдет в Башкортостане People's Hub, а как это делают, допустим, российские звезды, как это в мире происходит, какие тенденции, тренды, как правильно снимать клипы и вообще, что такое вообще музыкальный клип. Это просто нужно было сесть неделю в телевизор, включить канал Бридж ТВ, Муз ТВ, MTV, когда еще был, да, музыкальный канал, и просто все смотреть подряд. Как вообще надо снимать. Вот так вот мы пришли к музыкальным клипам именно в том стиле, который мы вот любим, да, делать. Вот. Поэтому вот наше видение такое. Какое ваше, вот хотелось бы тоже теперь узнать. Ну, я согласен с тобой, что на БСТ и на Проект ТВ работали очень много некачественных. Это еще является тем, что, например, на БСТ они сами утверждают, что они не снимают клип. Потому что они в основном там работают репортажники, люди, которые снимают репортажи, на эти же камеры они снимают клипы. Соответственно, тоже так. Есть у нас 2 плана, человек. Это даже можно сказать, артист сам виноват, что он пошел на поле. Он просто не знает, как это сделать. А человек сказал, я красив. И стереотип такой возникает, что это красиво. Да, это затягивает. Поэтому и смотря на все это, тоже хотелось немножко, чтобы башкирские клипы были смотрели, потому что и у меня очень много друзей, которые не башкиры, они очень плохо отзываются, нельзя это слово сейчас говорить, очень плохо отзываются вообще национальных клипов, и очень обидно на самом деле за свою страну. То, что клипы, не то, что неплохо, даже если не русским, даже башкирам не всем нравится это смотреть. Хочется, чтобы это было качественно, чтобы это было красиво. Способно не только на башкирской эстраде, скорее всего. Да, поэтому я вот помню, когда вот все это начал, естественно, начали исследовать рынок, кто у нас этим занимается.
И на тот момент... этим занимается? Вот у нас, нет, на самом деле их много. Вот на тот момент, когда вот мы только начинали, это одна из крупнейших, вот есть так, товарищ Тимур Ганиев вот, рассказывал, да, да, TR Production. Вот именно на тот момент они, у него уже, если в тот момент, когда он снимал свой фильм, ему было 17 лет, вот, он уже, имея опыт, он и считает, что у него, по-моему, то есть все его знают уже. И он один из, так скажем, даже не то, что все только его знают в основном. У нас очень мало людей, кто этим занимается. Естественно, это все те оператор, режиссер, продюсер, да? Здесь он тоже снимает клипы. На тот момент еще работал Хамзия Адельбаев, он и сейчас снимает клипы. Вот. Ну, грубо говоря, 5-6 компаний, которые этим занимаются. Но это совершенно мало, то есть рынок пустой, да, и работает. Мало того, что есть шоу-бизнес, он пустой, реально пустой. Поэтому есть. Если не мы, то по-любому кто-нибудь придет и это будет делать, поэтому надо. И чем больше таких, как мы, то есть компании, которые работают, как появился Уралстарс, делают качественный продукт, Уже это естественно, это конкурентоспособность дает стимул расти. Да, не дает расслабиться однозначно. Я вот вообще, в отличие, сейчас я скажу, в отличие от многих, наверное, башкир, я вот вырос в музыкальной, так скажем, среде. Я смотрел вот эти каналы, когда в 90-е годы открыли занавес. То есть там был этот поток клипов, вообще вот в то время, в Советском Союзе это не было, потом начали там показывать по всем каналам, по ночным каналам, там, «Горячая десятка», там все иностранные, была передача «Канал». Я каждую неделю ждал эту передачу, там эти иностранные клипы крутили. Я не слушал башкирскую музыку совершенно, в детстве это было. Я смотрел иностранные клипы, пародировал их. Майкл Джексон для меня, там, не знаю, там, кумир. И в то время у меня формировался какой-то, не знаю, там, не совсем башкирский вкус именно к музыкальным клипам. Уже когда там студентом, там более-менее в возрасте, когда осознаешь, что происходит, начинаешь слушать башкирскую эстраду, у меня вот в голове было такое несоответствие. Почему, вот, допустим, иностранные клипы, там они вот так снимают, там какие-то там экшн-сцены, там какие-то там, не знаю, там крутятся, компьютерная графика используется, а башкирские, вот, как ты говорил, там такой березки, там в платьях стоят. Для меня это было такое очень большая разница. И в то время я уже познакомился, я забыл про это, там, познакомился там с Загиром Шкиным, там, Батыром Галимовым. Попал на ПТК. И я видел потенциал, вот именно Батыр, он первое время снимал на телефон и монтировал какие-то там эти видяшки прикольные делал. У меня всегда было, давай снимем что-нибудь там серьезно, давай прикольно. И мы вот так вот начинали. То есть с телефона перешли на простую бытовую видеокамеру, с бытовой видеокамеры потом решили, что на это качественное видео мы снимем, перешли на зеркальные фотокамеры, и уже началось. И в то время мы изучали рынок, да, действительно, и понимали то, что одинаковые клипы, все одинаковое, никакого там развития, там, не смотрят другие иностранные клипы, на российский шоу-бизнес вообще не смотрят. То есть мы хотели то же самое, что даже какой-то уровень создать, Пример. толчок. В ВСТ как разговаривал с Маратом Абюшевым, он работает на ВСТ, и он объяснил, почему такие клипы, потому что, говорит, там минута стоит 120 рублей, как он в тот момент, и, соответственно, клип, например, сколько рублей будет стоить клип, да, невыгодно никому не снимать его. Вот они снимают, соответственно, как-то так же. Поэтому, да, все-таки именно компания, которая работает, должны делать клип, они должны отдельно от телевидения. И тут какой-то меркантильный был
вопрос. То есть в то время мы понимали, что сейчас вот все пойдет. Сейчас все начнут клипы снимать. И тут как бы, не знаю, все было вот не обошлось. Надо было успеть. И вот в то время появился вот Фанзиль Адельбаев, там вот TR Production, но уже более-менее там был. А почему TR Production, я его... Вот Не все клипы Радикал Real Action, первые, Который до этого снимал, это Алла, это там какие-то там. И Атайну тоже, да? Атайну? А, Вот последний, где с балериной. Балерина, тоже последний, да, он снимал. Вот, Еще хотелось бы вот поподробнее, ну, интересно же людям, которые там нас смотрят в прямом эфире, либо узнать, ну, вопрос, да, кстати, был. Да, это давай мы разберем. вот сейчас просто Я как раз про это мы и хотели. Да, вот непосредственно как идет работа. Просто к нам обращается артист и говорит, вот у меня есть такая-то песня, я хочу на такой-то песню клип. В 90% случаев он говорит, я хочу сюжет. В Башкортостане так, да. Да. И у нас есть, мы собираемся, Фарзана, Артур, я, у нас еще есть Хайдар, также недавно подключился Эдуард. Мы собираемся у нас в студии, и у нас мозговой штурм. Сразу мы предлагаем артисту, говорим, что мы предложим вам 3 варианта сценария. Мы такие сидим, предлагаем на одну песню 3 варианта сценария. Один из которых, конечно, сюжетный. И непосредственно далее идет работа так, что предлагаем их артисту, артист выбирает из них, которые ему больше нравятся. Потом он корректируется, переходим к консенсусу, и когда все устраивает, если они нужны, проводим кастинги. Именно вот в этом году у нас, точнее, начиная в 2015 году мы начали работу с актерами, с кастингами. Часто сталкивались с тем, что актеры в клипах не зарабатывают, вообще и не платят. Они готовы сниматься бесплатно. Многие актеры у нас так. Но я не с этим, мы с этим не согласен, потому что каждый труд он должен быть оценен непосредственно. Тем более, если это профессиональный актер. И в этом году вот мы начали работать именно с профессиональным актером, и это такое наслаждение, на самом деле, работать с профессионалом. Человек, который знает, что он должен сделать, просто непосредственно ему надо сказать и все. А до этого постоянно артист приходит, говорит, у меня вот аппарат хочет сыграть, классно играет. И вот мне надо дяде показать. Он просто помогает, а деньгами. Вот такие моменты. Иногда просто от этого никуда не уйдешь, потому что заказчик, он, как говорится, платит. Поэтому тут надо воспитывать непосредственно себя и артистов, чтобы от этого отходить. Туган у нас в одном своем клипе говорит, слушайте, снимите обязательно часы, потому что мне брат подарил, ему приятно будет. И мы сняли часы, они там есть. Мы сделали приятно брату, К вопросу как раз по тому, какой должен быть клип. Вот, понимание, да? Вот он все-таки сюжетный или нужно все-таки... Вот, у людей спросим, как вы думаете? Как вы считаете, какой клип должен быть? Сюжетный или не сюжетный? Какие клипы вам должны быть? Всегда разные от песни. Рэп должен быть нафиг сюжетный, наверное. Если рассказ о себе, там, в большинстве рэп-исполнителей рассказ о себе. Вообще вот есть урок Сергея Маринкина, кто видел из вас? Видели, да? Он говорит о 5 ошибках, которые совершают. Он известный клипмейкер Сергей Маринкин, музыкант, он создавал саундтрек для Олимпийских игр в Сочи вроде бы, да? Ну, известный в шоу-бизнесе человек. И он говорит в своем видео о 5 ошибках клипмейкеров, начинающих. Он говорит, мне присылают много видео музыкального. Я смотрю и просто мне это все не нравится. С ним можно где-то поспорить, но где-то в основном с ним соглашаешься. И он мой, по сути, один из учителей. Именно он сформировал мое мировоззрение клипмейкерское. То есть какой должен быть все-таки клип. Неважно, на башкирском, на татарском или на русском языке. Клип музыкальный должен быть клипом музыкальным. А это значит, первое, что он сказал, это напрочь отсутствует сексуальность. В башкирских клипах они напрочь отсутствуют. Вообще вот, нету ее. Красивые люди в клипе это просто как аксиом, это правило, они должны быть всегда красивые. Поэтому
кто собирается снимать клипы или кого-то собирается связать свою судьбу с видеопроизводством, забудьте о своих знакомых, которые такие симпатичные. Должны быть все-таки, если приглашаете девушку для роли, она должна быть модельной внешности. Найти ее очень просто забивайте ВКонтакте, в поисковике модели Уфы, модели Челябинска, портфолио, те, кто готовы ради портфолио что-то где-то сняться в фотосете или видео. И там не столько такой найдете багаж вот этих девушек. Проблема, вот, кстати, у меня вопрос в комментариях, да, был, почему там башкирских где-то девушек там и вообще башкиры мало снимаете в своих клипах? Но потому что в портфолио вот в этих мало башкирских девушек и подходящих по образу. Они просто себя не выставляют, не показывают. Но это не наша же проблема. Нам вот подходит эта девушка. Мы не знаем, кто она, уйгурка там наполовину или башкирка или кто. Но просто нам подходит образ ее. Мы поэтому ее приглашаем, она если соглашается, это здорово. Девушка должна быть, то есть люди должны, которые в клипе, они должны быть красивые. Неважно, какой пол, возраст, там, дедушка, он должен быть девушка, настоящая, красивая девушка. Да? Это в музыкальных клипах. Про кино там разные могут быть. Герой, она же поделится этим клипом у себя на странице, ее родственники посмотрят. Да. Я уже 5 русских посмотрел. Да, будет приобщаться постепенно к башкирской эстраде. Вот, ошибка, это вот он сюжетный клип музыкальный называют это ошибкой, потому что если действительно посмотрите Муз-ТВ, РУ-ТВ, все эти музыкальные каналы, вы уже не найдете практически сюжетных клипов. Только если какой-то артхаус делает, как Лабутены, да, Ленинград. Но это артхаус, его не покажут сейчас по телевизору, если только не запикают там какие-то слова. Да? Это все-таки, другой немножко. Не, так сюжет есть. Сюжет есть, да, но он маленький, микро. То есть девушка собирается на свидание. Все, вот Нет, сюжет. других не. Вот свежий, например, это Иван Дом, там, где на Донской, да, и Айова, да, как А что там сюжетного такого? Есть идея, как правило, но идея, она просто как снимается это потом. То есть там нет такого, вот тут 3 героя, один посмотрел на нее, она посмотрела сюда, они такие влюбились, идут такие вместе сюда, тут театр, тут у них что-то проблемы, конфликт произошел. Такого нет в клипах. Есть просто. Они есть, но они очень мало и очень хорошего качества их мало. То есть пицца, яркий пример, я привожу пиццу, у него в большинстве сюжетные клипы, но они очень грамотно, очень красиво сделаны и Не напрягает. Все равно это снято клипово, это самое важное, вот это красота картины. я думаю, это когда Не реалистичность, а красота. текстом песни, да, наверное. Да? Нет. Потом еще, вот, кстати, очень много претензий, да, в комментариях, когда говорят, что ваш текст, о чем поет артист, не совпадает с картинкой. В клипах это не обязательно. Потому что в клипах равнозначно музыка, равнозначен имидж, артист, имидж назовем это, да, и равнозначна картинка, которая в клипах. То есть музыка, артист и само видео. Это 3 составляющие, которые не обязательно, они просто взаимодействуют. И не важно там какой текст в этой песне, она просто, эта песня как часть всего общей картинки целостной. И поэтому важно, но именно то, что связь, они должны вызвать ассоциации. Да. То есть текст это про что песня и какие ассоциации должны вызывать. При этом они могут вообще противоречить. Да, именно изображение. Просто в этом фишка режиссера клипа. Там он наоборот там поется про любовь, а он будет там показывать абсолютно трэш, какое-то убийство там. Это я. Ты любишь, да? Я люблю. Просто в основном башкирские клипы я что вижу, то и пою. То есть если они поют про дерево, там дерево. Если клипы про деревню сводится к тому, что человек идет в деревню и сидит с робей На скамейке возле сада. Да. Возвращается домой на машине, крутой машине, на лакжузе. Вот от этого это ошибка. Да. Потом отсутствие замедленных кадров. Для тех, кто снимает первые свои клипы, начинающие, как правило, это ошибка. Клип, все клипы обязательно есть замедление. Всегда, потому что, вот не знаю, видимо, из области психологии, наверное, психологи могут объяснить, почему замедленная картинка нам так нравится, красота, вот, красиво нам, когда моргают медленно, когда поют, вроде медленно поют, а губами попадают в песню.
Вот, ну, эта фишка, она очень легко делается, на самом деле, это не секрет. Просто музыку берешь, 1,5 раза увеличиваешь ее и даешь артисту, сейчас я вам покажу, допустим, да, если батарейки включу. Вот мы, как звучит трек, под который поет, допустим, артист как во время клипа. Это вот мы артисту убыстрили трек его в 1,5 раза. И вот он сейчас. И он тренируется, ему отдаешь этот трек за 2-3 дня, и он тренируется попадать зубами. Вот оригинал. Вот этот оригинал потом просто кладешь на таймлайн, ну то есть в программу, да, и картинки растягиваешь вот под этот размер. Вот и все, получается красивое заведение, которое вот в клипе нравится. Секретно нет. Очень просто. Четвертое там. Это по Также формуле. можно ускорить, да. Ну, можно ускорить. Бейонсе, Это обратный эффект, когда ты там медленно поешь, и сзади будет все там быстро все. Да-да-да, мелькает, там, как поезда, там, машины. Это уже просто такие приемы сценических клипов. В каком-то есть, в каком-то нет, используешь. Вот. Что еще там по ошибкам? Вот ваше видение, какой клип не должен быть? Еще там он рассказывал про вкусные, Ну, вкусные кадры, там очень большое внимание должно уделяться крупным планам. детали, блеск, там, как часы, губы, там, кусают губы, там, что-то именно вот такие вот, там, рука, там, Ну, если помните, Пельмени. Ниса Абдрахманова и Диана Хабибуллина мы старались это все там сделать. То есть крупные кадры, там, сексуальность, старались это все использовать. контрастные, Да. неожиданные ракурсы, когда вот она там лежит, винтовая лестница, это вообще классно у вас. Какой средний период съемок? Период съемок. Это к вопросу, за сколько можно снять клип. Клип Милены Зариповой и Кенен Хатта, который у нас, если видели, мы его сняли за 4 часа. Нет, Подготовкой. непосредственно с подготовкой. Подготовка. Ну, идею мы придумали за вечер. То есть, как мы придумали? Милена, завтра давай, вот такие вот мы встречаемся, там найдем, где снимать. Это первые клипы. Ну, это начинающие режиссеры так и делают. И по сути, вот сейчас вот, у нас, мне кажется, все так, да? Это как раз вопрос взаимоотношений артиста и тех, кто создает музыкальный клип, да? Заказчика и клипмейкера. Вот приходит заказчик. И вот как у нас получается работать, да? Говорит, я хочу клип. Нам повезло, кстати, вот с заказчиками, они не лезут вообще в придумывание идеи наших. Там, ну, кроме одного, Тагира Сабурин, привет, который приходит со своими идеями, у него там куча много разных сумасшедших заготовок, идей, он уже все сам организационно делает, людей завлекает, статистов, там, придумывает локации, да. Вот наши любимые заказчики, это те, которые приходят и говорят, вот, смотрите, у меня есть такой бюджет по деньгам, и я хочу вот клип снять. И на ваше усмотрение какой-то клип должен быть. И мы тогда начинаем предлагать разные идеи. Такой, они всеми сюжетами. Они все просто идея, какой-то вот задумка какая-то, какой клип должен быть. Вот. И потом уже он просто приезжает в назначенный день, да, мы сами придумываем локацию, где снимать будем, как. И на месте уже работаем с ним, там, сами знаем, что делать. Он просто поет, или скажет, или не поет, или делает, что скажет. Ну, во всем вокруг него крутится. Он уезжает, мы через неделю, там, через 10 дней мы уже готовы смонтировать и передаем. И вот это нам очень нравится, когда нам дает поле развернуться. Хуже, когда ты со своими идеями, и ты его, чтобы не обидеть, это же заказчик, все-таки клиент, да, и ты говоришь, ну ладно, давай, конечно, это сделаем, давай, ладно, конечно, да. А это все идет в минус клипу. Вот ты говоришь, я даже что приезжаем на локацию и работаем там непосредственно импровизация. Ну, это не всегда. Но вот, мы наоборот стараемся мы выйдем на съемки, посмотрим непосредственно локацию, выбрать. Естественно, там на съемках может произойти какие-то изменения, посмотришь уже все по
ситуации по кадру, как артист будет выглядеть. Но вот тоже практика показывает, что это намного упрощает работу, непосредственно зная, какая у тебя будет локация. Ну, как и в принципе к фильму, конечно, такой легкий легкая подготовка к фильму. Также вот предыдущий спикер рассказывал про, они делают кастинг, потом приглашают тебя. Вот мы тоже делали последнего клипа такой кастинг. То есть раньше, если мы делали только по фото отбор, здесь мы позвали к себе девушек, которые подошли к нам по образу, по типажу и предоставили им их, попросили их сыграть то, что нам нужно. И уже непосредственно после этого мы поняли, что вот все уже не беспокоились за эту девушку, которая точно сыграет то, что нам нужно. Интересный случай был, тоже девушка там на фотографиях самая подходящая была. Там она в образе прям 100% подошла. Такая, классно. Пригласили ее на видеокастинг, вместе с ним. Думали, она пройдет, а остальные его выбирать, пригласили. Потом оказалось, что она не такая, немножко она другая именно на видеокамере. На фотографиях она, да, классно получается, статично. То есть мы вот видеокамеру поставили, снимаем фото, или когда она просто стоит, она все идеально, все красиво. Когда начинает что-то делать, двигаться или там пытаться сыграть, имитацию сыграть, что-то там какой-то хотел движение, взгляд сделать. То есть там вообще происходит, она в кадре Живую не очень. живую, нормально. Именно на видео она совершенно другая. Поэтому там возникали там интересные случаи. И прошла девушка, которая, была там на 3-м месте. По 10-бальной шкале Мартова. И она сыграла, и вот чем хороши вот видеокастинги, все проводите, я как бы рекомендую всем проводить видеокастинг. Чем вот он, ты уже как бы, во-первых, репетируешь, и у вас получается с актерами уже ты знаешь примерно как бы в каком направлении, как будет происходить взаимоотношения с актером. Это очень важно, потому что когда ты первый раз видишь актера там на большой площадке и не можешь там контакт найти с этим человеком, там как подойти, что ему сказать, там, может там наорать психануть, уйти там домой, ты что-то хочешь там, может быть, разные случаи бывают, поэтому как бы предварительная встреча, предварительные видеокастинги, это очень важно. У меня еще есть пожелание тем, кто создает клипы музыкальные, это стараться создать картинку, которая вот не похожа, которая вот бросается в глаза, что-то вот необычное туда внести всегда. Это, кстати, к вопросу по поводу организации и как работать на месте, когда у тебя ты вот заложник того, что тебе привели тебя в локацию, да, вот, допустим, мы будем снимать на Айской 46 фотографии, да, что там есть, но и все равно нет представления о том, как там снимать, какого она размера, там, это же все не видно на фотографии. И вот у нас 5 часов арендована студия. За 5 часов нужно создать какой-то продукт, да? И хорошо, если эта студия классная, как вот на СТ-46, она нам понравилась, потому что вот эти фактурные стены, вот эти вот блестящие. Какой-то такой вот. Фирма, студия. Я не помню, на Хром, кажется, да. Потом, раз увидели ванну увидели, так, все, точно, она у нас там будет участвовать. Какие-то цветы увидели, вот эти белые, которые стоят на сцене, да, и мы точно знали, что они в кадр попадут. И исходя вот из той локации, мы уже выбираем все моменты и старались, чтобы все было необычно, раз под эту локацию уже что-то придумывать. Сразу придумалось, у нас ансамбль же там сидел, коллектив, да, музыканты. Но это банально, когда они просто сидят и играют, да, там ты пальцы перебираешь, там я долго, раз музыкант, я чувствую музыку, и чтобы басовая партия совпала с теми пальцами, которые басист играет, это важно, да, клавиши там, вдоль вступал. Но при этом инструмент это банально, ничего, обычные инструменты. Вспомнил, что в багажнике есть фольга. Мы с Олей, вот, супруга, она во многих клипах, как креативный продюсер, который, сопродюсер, да, придумывает идеи. И вот сразу же давай фольгой обернем эти инструменты, чтобы такая же блестячка была, как на фоне.
То есть вот уже по-другому воспринимается. И многие на это обращают внимание, клип уже смотрится по-другому. А для чего у вас фольга? А фольга была просто создать эту атмосферу. Расфон был такой, мы исходили из локации. Вот проблема именно зрителей башкирской Да, и пытаются везде найти смысл. В клипах не понял. Я говорю, фольга у вас в машине для чего лежит? Зачем вам фольга в машине? Ну, осталось там с пикника какого-нибудь. Мы где-то обучались, проходили курсы, уроки. Только интернет. Самообучение, интернет, образования нет, ни режиссерского. Есть только музыкальное образование. Мне 13 лет, у ребят нет музыкального. Класс Курай считается. А так, тоже никакого вопроса самоучки. Я помню, даже танцпол программы обращался там, что как снимать вопросы там стало в свое время. Как примером. Очень много в интернете разных обучающих. И самый первый запрос, который я делал, когда начал только изучать, Как стать богатым? как снять клип бесплатно, как снять клип за 100 баксов, как снять клип за 100 рублей. То есть очень важно было снять клип недорого и креативно при этом. И вот первый шаг, вот я не зря предлагаю вот начинающим именно видеогруппу начинать с того, что надо работать себе в убыток или даже, ну как бы, если даже по нулям будете выходить, первые клипы именно так, на себя, на свой имидж работать. Вы должны максимум выложиться, и можно даже бесплатно снять кому-то очень хороший клип, чтобы это как бы показывает смысл, чтобы плохо не зашло. Ну, если плохо получится, значит, дальше у вас как бы есть вопросы дальнейшего развития. Снимайте себя тогда. Вот эти вот фишки, помнишь, Ренат РНТ сделал, что 4 Рената там играют на разных задачах. Я думаю, пришел, я же не буду, у меня же нет Рената там, или артиста. Сам себя, подмосковные вечера, там, напел эти музыки, все. Потренировался, мне тоже важно было научиться. То есть мы друг друга смотрим. Если вы что-то, хотя бы что-то умеете, просто обращайтесь к каким-то артистам, говорите, мы готовы снять вам бесплатно какой-то клип, и ну, как-то с ними надо взаимодействовать и получить какой-то конечный продукт, чтобы вот этот продукт рекламировал и вас, как видеографов и артистов, какой-то плюс продвижения. Можно спросить, все музыкальные клипы, они на какие ресурсы определяются вообще? Это телевидение, это Вот в я- первую очередь, да? Да, ну, музыкальные каналы их берут. Если качественный клип, каналы Башкортостана, Курай, Бантель. Ну, сначала в интернет, в социальные группы, потому что вот этнические группы по этническому принципу, все-таки здесь проще тем, кто по этническому признаку, именно малые народы, так назовем, в России, да, не русские, которые являются цементом, у них, к сожалению, такого не может быть регионального, какой-то там группа Челябинской области, там, да, люди Челябинской области. И они там как-то что-то общаются, делают, потому что башкирам проще, татарам тоже. Есть группы по этническому признаку, ну, по компоненту, по контенту башкирской эстрады. Там сколько, 25 тысяч, да, уже было недавно пользователей. И все, это очень хорошая аудитория, чтобы показать туда свой клип. То есть... По контентам или использованию вот этих видеоклипов именно в каких-то каналах уже национальных, допустим, Башкортостане, Курай, там, Бантель, там тоже, конечно, много вопросов, это тоже обсуждаем. Кто-то берет, кто-то нет. Допустим, ВСТ там берет. У них есть определенный формат клипов, которые они берут, есть формат, который не берут. Там с Кураем или там с Тугантелем, там определенные есть финансовые стороны. Да, там где-то они берут с артиста берут деньги за ротацию. ротацию. Человек, артисту что-то, он еще за клип должен заплатить, еще и за ротацию. Он должен заплатить деньги, чтобы его там клип крутили. Но бывает, Дожидает момент. Мы там задумали, сейчас подожди немножко, да? И буквально там через несколько дней они звонят, давай, ты нам его дай просто. Они его скачали сами. Да, сначала они его сами скачали. 720 и показывали. Да, то есть в плохом качестве, да. Оригинал попросили. Да. Ренат сказал, 7 тысяч дадите? Вот
Тоже вопрос, кто должен платить. Вот это вот тоже Да, потому что интересно. каналы, которые заинтересованы в качественном контенте, и за счет этого у них и рекламу они там продают, да, что зрители же, если Вот, есть. кстати, по поводу рекламы я хотел добавить. Владу Калову я уже говорил по поводу башкирских клипов. И надо, у нас же много некачественных, так скажем, мест именно в бизнесе башкирском. И я думаю, надо вот product placement продвигать. Именно брать, например, трек Райда, Показал в клипе? допустим, да, показал в клипе, как бы ты продвинул башкирскую. Там, я не знаю, бесплатно, не бесплатно, это уже Эфир, Но- да, может быть, да. Просто мы будем этим самым уже приучать наших соотечественников, да, к нашему продукту, и этот продукт будет развиваться на силу. Своим брендом. Да, своим Будем делать брендом. качественные клипы. Ну не стоит везде и во всех клипах. Не, ну, Брать, брать. Показал. И Гель для душа. я Гель для душа, да, проект. Молочко для тела. Ну это как, Не поет об этом. с точки зрения взаимопомощи, то есть разных сфер бизнеса башкирского, да, то есть как видеопроизводство может помочь там другому. И в целом мы же как бы одно дело делаем, то есть продвигаем башкирскую культуру таким образом. Еще проблема большая – это малые бюджеты клипов. Приходится работать в сегменте малобюджетных клипов. сколько? Бюджет малобюджетного клипа, вот качество, ну такой смотрибельный клип, да, можно сделать. Ну, я как бы не могу вот, у Рамазанова спрашивать, сколько в целом получилось, потому что мы можем отвечать только за свою. Как вообще, вот как раз к вопросу по ценообразованию, да, клипов. Просто есть такой вот базовая стоимость клипа. Это услуги оператора, услуги режиссера, это аренда оборудования, аренда локации, да, какой-нибудь студии, еще, потому что гостиница, если гостиничный номер, ты тоже в аренду это все берешь. Модель, может, тоже нужно оплачивать, если ты через модельное агентство, визаж, мейкап, то есть стилистов, это все входит в базовую стоимость клипа, получается. Постпродакшн, монтаж. Без этого, без одного компонента клип будет ниже Ты уровня. можешь озвучить сумму, на которой вы работаете? Ну, допустим, если вот, это было в прошлом году, сейчас расценки повыше уже будут. В прошлом году, если я один, да, меня пригласили приехать в Уфу, снять клип, я с одной камерой, у меня только один камерный свет, там стадикам есть, да, ну вот я приехал на машине один, и у меня есть один день для съемок. Я за рабочую смену, за 8-часовую, брал 15 тысяч рублей, и в монтаж там был включен. Плюс дорога. Плюс туда не входит дорога, питание, проживание, если не приходится проезжать сзади. То есть уже до 20 тысяч увеличивается бюджет клипа для артиста именно мои услуги. Дальше ты ему предложил идею. Почему я говорю, что первично озвучивание бюджета артист говорит, у меня есть бюджет там 50 тысяч рублей, я за него выходить не могу. И ты уже ему тогда говоришь, давай мы снимем вот такая вот идея клипа, в принципе нам 2 камеры достаточно, да? Ну мы за 20 тысяч тебе операторов услуги, и туда монтаж был включен, справимся, да? А вот на 30 тысяч давай мы арендуем вот такое помещение, давай вот мы такую машину, модель, и туда вот еще стилист, давай девушку там, мейкап надо сделать там, и так далее. И он начинает набираться там, он хочет там квадрокоптер, там, хочет компьютерную графику, инфографику туда, там, какие-то 3D анимацию. Мы говорим, извини, товарищ, 50 тысяч это уже не вписывается, потому что одна секунда график там стоит 800 тысяч рублей, одна секунда. 800 тысяч рублей на секунду. Да, но это на самом деле дорого, да? Ребята знают цены реальные. 800 тысяч это бюджет. Не 800 тысяч, 800 тысяч. 800-1000 за одну секунду. Я просто смотрю, человек сидит. Да, допустим, в клипе достаточно
графики, ну 10 тысяч вы истратили, а ее же можно там в разные места, там и вариации какие-то делать, стишкания. То есть в клипе красиво это будет смотреться. Но нужно это, чтобы было осознанно, нужно согласовывать это все. Вот. Вот примерно вот такие вот расценки малобюджетного клипа. Я думаю, это средняя стоимость. И так получается, что ну, дешевле 30-40 тысяч клип музыкальный все равно снять тяжело. Да, можно уложиться вот в 15 тысяч, просто есть артист, есть ты и есть его друзья. И есть улица, раскрашенная граффити стена, где там они все елки. И снять это за 3 часа, и можно за 15 тысяч уложиться. А можно вообще сказать ему, почасовая оплата, приезжай в Челябинск, вот возле студии, я сейчас выйду вниз, спущусь там с подъезда. Все, там 2 часа это поснимаю, там 2,5 рубля в час, вот тебе 5 тысяч клип можно снять. Вот, можно и так сделать. Но это будет все такое вот, не очень вкусное, не клип, ну, неинтересно. А у вас как проходит процесс монтажа? Кто монтирует? В основном сами, ну, не знаю. Нет, не секрет. Долго ли? Бывает долго. Какие секреты есть? При монтаже? При монтаже? Да. Главное, лишнего не отрезать. Нет, при монтаже там особых секретов нет. Это по-разному бывает. Иногда монтирую только я, иногда монтирую только Артур, иногда монтируем оба. Но всегда в конце мы сидим вдвоем. Отбираем кадры. Перед тем, как уже начинать цветокоррекцию и накладывать эффекты. Уже непосредственно мы вдвоем. Ну, раз как бы, зная весь сценарий. Значит, вдвоем легче монтировать, да? Вот? Вдвоем Быстрее, легче, не потому что отвлекаешься, когда ты всё время работаешь один, смотришь. тяжело там, вот этот кадр хороший, а еще этот тоже, в принципе. И вот эта Мучаешься. проблема выбора очень как бы заставляет, Ну и плюс отвлекаешься, один все равно. Ты не можешь все время быть в процессе, когда знаешь, как сделать этот эффект, и забурился потом по ссылкам, там еще куда-то в дебри, там, смотришь, сколько стоит камера Canon 7D. Купить 6D или 7D. Можно еще вопрос? А вот когда себе вырабатываешь портфолио, ну даже теми же самыми музыкальными клипами, ты, значит, получается, сам находишь какого-нибудь певца, например, да? Он поет, ты его снимаешь, в итоге чья-то для начала собственность. имеется в виду уже работает на данный момент, если к нам обратится артист в данный момент, да? Или это имеете в виду Ну это как вы договоритесь с артистом. Основной, все равно правообладатель это вот артист сам. Мы- Потому что он платит за это деньги и получает продукт. Но Нет, мы- если он еще ничего не платит, это именно я заинтересована. Да, ну вот, и, вот, например, непосредственно как мы разговаривали с нашим артистом, который нам не платил, но мы скорее про клип, вот, мы договорились так, что весь процесс съемочный мы берем на себя. Ты не вмешиваешься совершенно никуда. Вот все мы берем на себя и видно даже рекламу. Когда он уже заплатит, тогда это уже... Да, если человек будет платить, все, это его. Вот даже, например, сейчас, когда мы клипы снимаем, у нас встает вопрос, пока мы работаем без договора, но мы будем работать с договором, где будем прописывать, на чем контенте будет выкладываться клип. Потому что сейчас это важно, сейчас на этом можно зарабатывать. Потому что если клип просмотр его зашкаливает, на своем канале, чтобы было больше просмотров. Но человеку мы платим, если человек платит и покупает наш клип, непосредственно это все его. Но одно условие практически всегда, что наш логотип будет в клипе. Как бы об этом заранее обговаривались. Ну, либо если в крайнем случае, если телевидение какое-то не принимает, мы еще предоставляем без логотипа. Потому что Ну, чистый вариант всегда. да, чистый. Каналы часто они свои плашки ставят, свои. Вот тоже мы столкнулись с этой проблемой с телеканалами Курайт и Туантель. Раньше они всегда вырезали логотип. Всегда. И, просили чистые. да, и, ну, с одной стороны, как бы, ну ладно, вырезали. Но все равно, когда люди видят, это наши потенциальные клиенты, наши артисты, они видят клип, и им интересно, кто это снял. А если они видят логотип, естественно, уже будет понятно, кто снял. Сейчас вот интересная тенденция идет то, что наоборот они оставляют. То есть мы вначале заставку делаем, они даже могут там вот эту заставку оставить. То есть они, в принципе, они могут это обрезать, потому что у нас через черный экран
и дальше начинается клип. А сейчас начинают как бы, на этом тоже они, пиарятся. Ну, и еще это объясняется тем, что политика поменялась канал. Например, сейчас на Курай ТВ пришел человек, который раньше был оператором и музыкальные клипы сам снимал. Вот я про Рамиля Ганиева говорю. Он тоже это понимает, что для человека, который создал это, все равно реклама, это ему поможет. И почему пока? Ну, и они заинтересованы в контенте, Да, и качественном. Поэтому сейчас вот на каналах, все-таки вот то, что там деньги просят за ротацию, да, но если качественный контент они берут уже просто... Они берут, да, сами берут. И потому что заинтересованы. Чем лучше клипы, чем интереснее контент. Сейчас вот, да, вот, они это стали понимать. ТВ, они непосредственно... Общемировая практика. Предлагать сами. Каналы платят правообладателям за трансляцию. Как и за музыку тоже. Правообладателям радиостанции платят, как называется, РАО, да? Российское авторское общество, они платят деньги, все радиостанции платят за трансляцию музыкального контента. И правообладатели, будь то автор или еще кто-то, они получают эти деньги за трансляцию. У нас в Башкортостане пока это бизнес. Не решили, в какую сторону. Да, в какую сторону кто должен платить там. На самом деле, действительно, они просто, они же зарабатывают не на трансляции, это не со мной бизнес там, да? Должен быть, это реклама в основном, конечно, в первую очередь. Может, вопрос есть? Я Вопрос насчет цены. продолжение узнать. Хотели, если снять продолжение, то оно должно быть либо полнометражным, но скорее всего должно быть полнометражным и очень качественным, прям таким, чтобы не уступало. Пока Поэтому, как вы понимаете, снимать полнометражный фильм, это нужен большой опыт и большие знания. Даже предыдущий спикер, да, Ну, еще не снимал. Может и будет, да. Потому что вот сейчас снимать именно такого жанра, это интересно в плане зрителей, все равно это интересно зрителю и такого любительское, игровое, про любовь, ужастики, экшен. Мне кажется, процессов не будет. Сейчас еще же новый жанр появился, сериалы снимать. Для того, чтобы если можно какой-то сериал снять. Можно, да. Бюджет. Да, можно. Мне кажется, вы зря думаете, что вы пока не будете снимать, а потом накопите опыт, багаж, знания, деньги, а потом раз, выстрелите полнометражный фильм. Нет, мы начнем с короткометражного. Да, нужно Я говорю, Это вопрос касался именно только Яны. Да, Ян. То есть, если Его сразу параллельно. у нас есть поэтапные, которые нам помогут. Даже нужно в этом жить обязательно. Да, И с первого опыта должен быть и второй, и третий, хотя бы через какой-то промежуток времени. Снимаем это не на время. У меня есть опыт, видите, на странице. Сейчас я говорю, Молодые энтузиасты хотят снимать кино, и я 3 раза ввязывался в эти авантюры, и сейчас в одной из них до сих пор нахожусь. Это когда помогаешь молодым подросткам снимать их идеи, да, что вот они хотят молодежный сериал начать снимать. Приехал, помог, там что-то свет, один день, другой, понимаешь, что они вообще ни черта не знают, у них куча ошибок, они не могут ничего, у них организационно сценария нет даже, и все это скучно и неинтересно в итоге получается. И все, ты уже начинаешь придумывать поводы, что ты не можешь на собрание прийти, там тут съемки, тут или еще что-то. Значит, угасаешь. Да, угасаешь. 2 раза так ввязывался, сейчас вот фильм ужасов, да, я помогаю ребятам снимать, но там режиссер горит, и от него тоже заряжаешься, хотя понимаешь, что там тоже очень много ошибок, но при этом он использует компьютерную графику, которую достаточно неплохо делает, это Глеб Кульков, да, он ее умеет делать, After Effects, и у него, вот, ну, у него кино ради фишек. Я писал, что не может быть кино ради кадра, а не ради кадра, а у него вот фишки ради фишек, кино ради фишек. Пример последнего фильма на фестивале. Ради... У нас, к сожалению, подходит время, истекает. Давайте еще 2 вопроса и Если будем расходиться. Да. Просто насчет сценария я уже задавала, конечно, что... Сколько? в интернете нет вопросов? Начинающий, Нет пока. начинающий видеограф хочет заняться съемкой видеоклипа, у него ничего нет, сколько нужно денег, чтобы купить нормальную камеру, там, осветитель, свет, там, и еще чтобы... Вообще, это Какой депозит должен быть?
Ну, вот смотри, ты можешь взять за 25 тысяч, я думаю, нормальную камеру ты сможешь даже БУ взять. За 25, 20, 25. Берешь камеру. Видеокамера. Можно я вот отвечу? Как я уже подсел на эту иглу, которая называется «Снять недорого клип музыкальный вообще». В этом плане учителем моим был доктор Неджат из Азербайджане, такой музыкант. Может, видели видеоролики его, да? Очень такой позитивный человек в плане творчества, в плане всего. Да. Нет, у него заказы есть. Он сейчас нормально стал. А сейчас в Одессе снимать видео, да? В общем, этот товарищ очень убедительно доказывал и рассказывает, что снять клип можно вообще очень быстро и легко, это не дорого стоит, потому что берешь камеру, которая стоит на рынке на Авито 550D, Canon, он снимает... Ты 550D, да? Я за 600 взял. С поворотным экраном очень удобно снимать. И берешь к нему объективы, они стоят там $20, за 1000 рублей ты берешь этот Гелиус и накручиваешь, полтинник очень дает классную картинку, и все это. И так рассказывают легко, что это клип снять вообще просто вот там можно быть нищебродом конченым и снять клип вот такой вот классный. Так что удачи. На самом деле это огромный миф, потому что следом за камерой Canon и за вот этим объективом Helios, который у меня есть дома, и куча разных дешевых вещей, которые я купил по его совету, я снял клип, да. Но потом ты понимаешь, тебе нужен компьютер хотя бы, чтобы монтировать где-то, ты не должен где-то заказывать. Покупаешь на своем, пытаешься установить Adobe Premiere, ломаный, он у тебя глючит, не работает, не запускается, файлы кидаешь, они Full HD весят много, компьютер не вывозит. Что делаешь? Идешь в DNS, покупаешь самый недорогой, но самый многоядерный и хороший ноутбук, потому что он дешевле стоит. Ипотека. Кредит за 43 тысячи. За 43 тысячи покупаешь ноутбук, начинаешь в нем работать, работаешь ты год, снимаешь клипы, да, короткие видео классно получается, а когда понимаешь, что тебе нужно отрендерить 50 минут видео, и у тебя компьютер на неделю из твоих рук уходит, просто думать мучительно, что там получился продукт какой-то, понимаешь, что на таком работать невозможно уже. Особенно, когда навешал кучу цветокоррекций, разных плагинов. Потом, кстати, к вопросу о плагинах, к вопросу о программах. Когда ты хочешь все-таки в легальном поле работать, да, ты устанавливаешь легальный софт. Это Premiere в месяц стоит 600 рублей в месяц аренда. Надо это делать. Мы это сделаем, мы работаем на лицензионном софте. Ну и молодцы! Но потом, когда ты смотришь, что один плагин стоит там $100, $300, да, RedGen, этот колорист, который цветокоррекцию делает, а таких тебе плагинов нужно с десяток и не один десяток, и это выходит в сумму в 200 тысяч, там, в 500 000 рублей, ты, конечно же, идешь на RootRaker, спасибо торренту, и ты все это скачиваешь, ломано и ставишь. Зачем тогда брать лицензионное? А лицензионный софт, он все-таки вот эта программа для монтажа должна быть лицензионная. Вот. Ну, в итоге все выливается, потом тебе нужен стадикам, потому что ты понимаешь, что с рук снимать и на монопозе картинка дергается, стадикам стоит 15 тысяч сейчас. Потом понимаешь, что тебе светосилы объектива не хватает, и покупаешь объектив уже за 28 тысяч. Понимаешь, что учитель был неправ. Да, что это доктор Неджат, это как наркодилер, который дает тебе одну дозу бесплатно, ты ее попробовал, а потом подсаживаешься, а ты уже все, заразился видеопроизводством и никуда от этого деться не можешь. Вот, на самом деле главный вопрос, насколько далеко ты готов прийти. Вот в этом Для начала достаточно. Синюю таблетку или красную таблетку? Для начала уже есть там, 25 тысяч, чтобы купить вот эту вот зеркальную камеру, на которой можно там определенного уровня клип снять. Потом дальше идешь, ты понимаешь, что там, ну как бы, то, что Тимур рассказывал, там за миллионов. Сейчас у меня дома стоит компьютер, который 32 гигабайта оперативки, туда будет еще поставлена видеокарта, процессор, да, который стоимостью общей вышел 100 тысяч рублей. Но когда вот сейчас вот монтирую уже, стационарка, да, то есть монитор там побольше, все. И вот проработав там вот один клип отмонтировал, да, Егору Рамазанову, еще что-то, кайфанул, да.
Но сейчас я понял, что Не хватает чего-то. не хватает. Уже надо Mac Pro, чтобы там целые серваки стояли, обрабатывать кучу информации, чтобы фильм снять, какой-нибудь блокбастер нормальный, с хорошей графикой. Всегда нету вот, границы. Есть меньшее, вот, что минимум надо для хорошего клипа. Сначала снимаешь на HD, потом на Full HD, сейчас вот на 2К, 4К. Сейчас чтобы 4К, да, уже. Это уже совершенно другой уровень обработки. Все-таки придется пройти так, с первым 600 гривен. Да, для начала Можно 600, 550 550D поддержанный взять и тоже нормально. Ну что, Full HD. Самое главное Full HD. Сейчас вот снимать 720p, да, это просто признак дурного тона уже сейчас. Не камильфо. Сейчас Если свадьбу уже на 4К снимают. свадьбу уже снимают на 4К, да. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Ну, надеюсь, жалко,